Мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас речь пойдет о любимом деле, о хобби одного человека, с которым мы сейчас познакомимся. Но перед тем, как мы передадим ему слово, я бы хотел показать, что я пришел не с пустыми руками. Дело в том, что действительно сегодняшний сюжет напрямую касается меня, а именно домашней мебели. Вот еще с советских времен у меня в дома есть такой набор табуреток. Вот такого белого цвета. Я думаю, что у многих есть такие табуретки. Но интерес у меня вызвало то, что где-то пару лет назад я вот перевернул табуретку и увидел, что она изготовлена на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе. То есть совсем недалеко от нас это поселок Жатай. Я был удивлен, действительно. То есть, что в Жатае производили вот такие вот табуреты. Ну и, соответственно, сегодня мы сделаем его реставрацию, сделаем красивый внешний вид. А в этом нам поможет Семен Феоктистов, который находится сейчас рядом со мной. Семен, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите про ваши хобби и вообще про вашу деятельность. Нельзя сказать, что я профессиональный реставратор, да. Но можно сказать, я профессиональный мебельщик по первому образованию. У меня два образования. Первое образование я закончил Якутский государственный университет, технологии деревообработки и мебели. Так что в этом смысле я профессиональный мебельщик. Но так как реставрация это больше творческое дело, это художественное творчество, да. Ну, можно сказать, что это, скорее всего, гены. У меня в крови много было больших мастеров. И я родом из деревни Мельджахсе, это в Чурапинском районе, бывший Мегинский улус. Это называется родина художников больших. Там очень много выросло художников, такие как Петр Петрович Романов, первый якутский профессиональный художник, Афанасий Петрович Мухалов, большой художник, тоже известный по всему миру. Семен Николаевич Пестеров, известный косторез. Ну, как бы это у нас считается вот в народе это родина художников. Это участок. Сейчас это маленький участок, это раньше был большой наслег Мегинского улуса, потом присоединение в Чурапче. Ну и последствия войны, засухи, там, переселение. Там, к сожалению, сейчас это маленький участок, 20 домов осталось. Мгм. Ну, я думаю, вы немного лукавите, потому что вот находясь в вашей студии, да, в мастерской, можно сказать, что действительно здесь занимаются реставрацией мебели. Тут видно вот старые кресла, диван, да, то есть, ну и вот этот комод, например, шикарный, посмотрите, будет над ним работа проводиться, да? Да, это все в работе вещи. Вот, я думаю, что это достаточно такая древняя, это, наверное, где-то 60-е годы, скорее всего, да? И все это начало 19 века, Даже так. первая половина. Я даже хотел бы сказать, что это хобби, да, у вас. Основная деятельность, вы переводчик на Ну, литературный. сейчас уже сложно сказать, да. Ну, как бы у человека должна быть два крыла. Я и переводчик, и реставратор, как бы уже лет 5 уже официально работаю. Ну, первые опыты по реставрации были, скажем, уже в 90-х годах еще. Тогда я еще был студентом. Тогда вот начал возрождаться бильярдный спорт. Да, вот, и вот когда вот создавалась Федерация бильярдного спорта, кстати, вот ребята меня просили там восстановить старые бильярдные столы. Я им помогал, как бы. Тогда как бы выстуковать Федерации бильярдного спорта. Ну, это, Ну, у бильярдных столов тоже есть своя специфика. То есть, да, я там, так понимаю, что там камень, да, под сукном да, находится. нет, это настоящий бильярдный стол. Это потом начали возить, да, это в конце 90-х. А до этого начинали вот с простых. Раньше в каждом совхозе, каждой кочегарке стоял бильярдный стол, как бы помните, да, в советские времена. Друзья, еще одна деятельность нашего сегодняшнего героя – это перевод, литературный перевод с якутского на русский язык и также и наоборот, да? Да. Правильно? Вот есть, это еще небольшая часть книг, вот, как видите, перевод Семена Феоктистова, да? Вот эта книга полностью перевод, сделанный нашим героем.
Вот. Как долго, у вас тоже есть как бы образование, да, по этой части? Ну, я человек глубоко технический был, да, по образованию технарь. Ну, литература вообще не увлекался, честно говоря. Ну, как-то так случилось, что лет 20, наверное, ну, начал писать стихи под подушкой, как говорится. Вы сами стали писать Я стихи? сначала начал сам писать. Ну, 20 лет писал под подушку, потом годам 40, ну, решил показать специалистам, как бы, ну, поэтам большим. Ну, показал, и сказали, что что-то есть интересное. Ну, и начал потихоньку печататься. И мне уже под 40 уже было. Ну, вот 20 лет так прятался. Ну, нельзя сказать, что я так увлекался литературой. Я больше читал в юности этой научно-технической литературу. Как бы. Ну так, интересная жизнь, оказывается, случается. И вот вдруг я стал 40 лет поэтом. Ну, это, наверное, путь творческих людей, да, то есть действительно никогда не знаешь, какой интерес, Да, вот, куда повернет, да, да, русло. лет 5 писал, сам бы как бы уже начал печататься, уже книжки издал. И вдруг тоже начал, заинтересовался переводом. И вот лет 10 уже почти профессионально переводил. И в 15 году как раз у нас с ВПУ открылась, ну, кафедра была, вот, магистратура открылась по переводу. Ну, я как бы удачно так оформил диплом, как бы, отучился 2 года, как надо. Ну, я считаю, что лингвист, магистрант. Ну, я сейчас уже официально занимаюсь переводом. Ага. Ну что, друзья, как видите, сегодня наш герой, да, Семен Феоктистов, очень разносторонне развитая личность, да, начинал как технарь, сейчас еще и занимается литературным переводом. Но непосредственно возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы, да, то есть мы сегодня посмотрим основные этапы реставрации мебели, в частности, у нас вот такой вот обыкновенный табурет. Что скажете про этот табурет? Как он вообще изготовлен и так Ну, далее? табурет очень интересный, да. Очень крепкая конструкция, очень удачная, минималистская, скажем. И очень отрадно, что это сделано местными производителями нашими. Я в курсе, что Жатаев был судостроительный завод, он и сейчас есть. У них был большой цех деревообрабатывающий. Я как специалист технолога, я помню, я там бывал, не работал, но по практике приходилось туда ездить. Там большое было производство, и в том числе и столярное производство хорошее было. Ну, надеюсь, что там уже, кажется, возрождают это судоремонтный завод. Да, да. Да, и надеюсь, что и товары народного потребления в виде этих столярных изделий тоже будут там представлены. Ну, кстати, действительно, я сейчас думаю, что если уж делают суда, да, то и в судах же тоже должно быть что-то сделано. Да, Там там обшивка очень, из дерева, кстати, да, то есть для много. больших судов, яхтах, допустим, там же очень хорошая мебель. Да, мебель в том числе и обшивка внутренняя. Да. Хорошо, с чего мы начинаем любую реставрацию, Ну, так тут, сказать? ну, понятно, что это самая главная беда бытовой мебели. Ее очень часто красили, вот, несколько слоев. Да, тут, скорее всего, мы увидим, наверное, и другие слои, да? Минимум 2 слоя. Да, точно. 2 слоя. Ну, первым делом надо, конечно, убрать вот эти старые вот. Ну, реставрация это понятие очень растяжимое, да, очень большое, скажем. Это тут много терминологии, что такое называется реставрация, что называется редизайн, просто там ремонт мебели. Ну, грубо сейчас все называется это реставрацией. Более такое обширное понятие, да? Ну, Чем снимается старая краска? старая краска снимается, есть три основных метода, да. Это термическая обработка, термический способ, то есть механический способ и химический. Ну, большинство случаев они все делаются одновременно. Ну, как бы надо все делать. Хорошо. Так, ну, давайте начнем. Так, термический это простой строительный фильм.
и стамеска простая. Я специально его, ну, надо не точить, а наоборот тупить. А, то есть он должен быть тут Тупо, немного да, тут- туповатый. Ну, тут попроще, да, это простой деревянный стул. А бывает вот такой, вот эта мебель, допустим, она шпон тонкий, дорогой шпон. Его просто можно убить вот этим. Если будет острая стамеска. Не, лучше даже не пробовать. Такие вещи лучше вручную все делать. Так, наверное, вы часть начала покажете, а потом уже я подключусь. Ну, простой строительный фен. Пробуем на малой регулировке, скажем. Да. Потому что краска бывает разная. Может просто сгореть, некоторые виды краски. Ну, достаточно быстро нагревает, да? Да. Так, нагреваем и одновременно... Так, ну в целом вроде... Да. Так, верхнюю часть мы Ну, сделали. основное сейчас убирается вот таким методом. Здесь то же самое. Здесь также Да, нагреваем и... ну, так же. О, здесь видно синий цвет. Да, это первая краска или грунтовка у меня была. Грунтовку тоже надо убрать, да? Да, все. Она какая-то как будто помощнее держит. Главное не горит. Плохо, когда горит. А. Да, что-то уперлось. Да, как это Ой, Да, вот о чем то самое. вы говорили, да? То есть стамеска слишком глубоко взял. Горячая. Это его, по-моему, кажется, даже это его тащил без меня. Обгрызается вот это слои чуть-чуть. Вот тут он специально. То, что хотели кто-то. Ничего страшного. Это дерево. Можно будет подправить, да, потом. Ну и возможно даже Да, хорошо, вот что это преимущество дерева, что его можно хоть как шлифовать, клеить, шпаклевкой обрабатывать. Сложнее, конечно, вот современные материалы, вот на ДФ, допустим, внутри. А сверху видишь шпон, или если пластик какой-нибудь. Там уже, ну, это, считай, рисунок, да. Так, ну что, у нас сейчас осталась одна часть ножки и вот эта часть, нижняя часть табуретки. Процесс в целом занимательный, но уже со временем вот здесь мышцы, которые не используются, да, вот здесь вот, они уже чувствуются, забиваются. И иногда рука просто не слушается. Ну, это все с опытом приходит, да? Да, конечно. Дело не особо сложное, сколько надо вот иметь терпение. Терпение и Я труд вот в жизни всё больше по строительству работал, да. Дома строил, столярные, плотные все дела.
Вот никогда не любил вот с краской не красить, тем более снимать. Вот. Не снимали краску? Я их даже не красил, не любил красить. То есть вы дело с краской не любили иметь, да? Вот сейчас наоборот. Научился уже и красить, и снимать краску. Ну, надо сказать, процесс интересный, занимательный. То есть, не знаю, вот с чем связано, но вот когда каким-то инструментом снимаешь, вот, допустим, какой-нибудь слой, это все достаточно так занимательно. Я бы сказал, залипательно. Отлипательно Отлипательно. именно. Друзья, мы приняли решение, что вот эту нижнюю часть, да, с наклейкой, именно с лейблом Жатайского судоремонтного судостроительного завода мы оставим. То есть Да, вот и эта вот- часть будет нетронутая. Я в работе вот всегда стараюсь оставлять вот бирки, да. Это же Оригинальные. история все-таки. Главный документ, как бы сказал. Вещи. Испытано на себе. А тут, кажется, не дерево, это какие-то даже МДФ, МДФ. МДФ. Тогда, те года, наверное, это новый материал был. Новый, модный, Да, современный да. материал. А сейчас это основной материал, как бы, производства мебели. Это в основном, это получается то, что сверху потом обклеивается, да? Да. Скорее всего, тут какой-то слой был, покрытие было, но пропало, скорее всего. Возможно, это фанера, нет? Не фанера. Я думал, что это что-то типа фанеры. Сейчас Сейчас посмотрим. Сейчас снимем слой. грубо шлифовки не будем делать, это уже, считай, чистый материал. Да, МДФ. Наверное, первый советский. Лучше так не делать, это больше по поверхностям, да. Ага, Вот. ага. Если грубой. Сначала грубой шлифовкой тогда возьмем. О, мощно. Крутиться не жалко пока. И можно даже вручную. Попробуем так. Сейчас верхняя часть у нас более-менее готова, да, к покраске. И шлифуем теперь эту часть, да? А мы сейчас отшлифовали грубой шлифовкой ножки, то есть нижний слой, самый первый слой краски. Вот, и сейчас переходим к тем нюансам, где сложно подобраться с помощью шлифовального инструмента. И снова пытаемся попробовать химический способ, это уже растворитель, да? Да, вот те места, куда не застает инструмент, лучше всего вручную делать. Любым подручным инструментом, отверткой можно, стамеской. Так.
Но в целом вот этот инструмент практически, кроме углов, наверное, да, таких, Да, может вот добраться. по этим лучше не работать, она просто убьет вот эти подложку. Мгм. Она очень нежная подложка у них. Обычно используется для полировки, то есть. Мгм, мгм. То есть такая плоская поверхность. Да. Сейчас уже вот такие дела больше нравятся. Раньше бы ни за что не подошел к такой работе. Это, наверное, приходит с годами, да? то Да, есть? это как из мудрости. Кстати, перевод и вот реставрация, они даже как-то похожи, да, А, по философии как бы. То есть вы оттачиваете, Да. оттачиваете произведение, да? Ну что Находите? такое вот реставрация? Ты берешь вещь старую, да, и разбираешь полностью. Вот это надо полностью разбирать, допустим, А, до деталей. мгм. Вот это у нас самая простая работа. Вот По этот идее, стул, да. да. Ну, поэтому я знал, что у нас как бы Да, ограниченное время для съемки, да, тем не менее самый что может быть проще табурета, да? Вот наверное? этим мне, кстати, озадачили. Вот, хотим показать вашу работу. У меня вот месяцами может делать своя одна вещь, да. Мгм, мгм. Ну, не месяцами, неделями точно. Сегодня шлифовка, завтра покраска, да? Полировка. Вот разобрали вещь до каждой детали, проверили там, где что сгнило, где что пропало. Все надо восстановить, почистить, вот так же. Да. Потом собрать заново, покрасить. Причем, обратите внимание, друзья, да, здесь нету гвоздей, по-моему. Ну, есть, Да, это но вот это все все деревянное. все деревянные шканты. Да. Шканты, вот, видите, раз. Работа старых мастеров настоящих. Это еще надо разобрать, да? То есть сейчас, друзья, практически заканчиваем шлифовку, да, обработку стула, табурета, и подошел момент к выбору материала покраски. Вот есть какие варианты? Ну, есть просто лаком можно покрыть. Мгм. Есть, можно заморить вот водной морилкой, да, вот, допустим, орех, это дуб. Вот, если вам понравится. Вот под орех, наверное, можно, да? То есть морилка это просто мы ее Это покрываем, и она водная уже... морилка, она быстро сохнет. Мгм. Нигде не мажешь, ничего, просто как бы. Да, мне кажется, такой красивый, да? А верхняя часть какого цвета будет? Ну, тогда вот любой Любой из цвет. наличия, Ага. какой вам понравится. Ну, белый, наверное, да? Или серый. Нейтральный такой. Как будет смотреться, если так, и красный цвет? Не сильно ярко. Слишком будет. ярко, да? Есть зеленый. Такой зеленый, допустим, приятный. Не, если мне кажется цвет, если, например, не белый, тогда лучше, наверное, яркий красный можно. Да. Или ярко-зеленый. Будет красный табурет. Почему нет? Ну, давайте. Ага. Значит, мы определились. Морилка под орех. Так, орех это у нас вот, да? Это простая. Сверху надо чем-то покрывать, или лаком, или воском. А, еще сверху. А если воск, у меня даже тональные воски есть. Она под красное дерево есть под орех тоже есть. А, воском можно просто воском Да, обработать. она уже затонированная. А, ну давайте тогда так. Хорошо. Вот здесь оставим, да, тогда. Да, тут у нас выпал сучок из-под краски. Мы его решили тоже Да, оставить. кстати, вот исторической реставрации есть такое понятие, да? Настоящая реставрация. Мгм. Там даже пытаются сохранять вот все эти следы бытования. А, Вот, ну, настоящая реставрация, когда музейная реставрация, допустим. Мгм. Да. Ну, может, это же могло быть так, что это именно Пушкин взял и или вытащил, да? Наполеон то шашкой рубанул, допустим, да, Точно. в 17 году. Поэтому стараются все даже вот следы бытования сохранять. То есть все сохраняется для... А это наша реставрация, это бытовая реставрация. Тут можно створить по желанию что угодно. Это вещь своя, как бы. Мгм. А там не все приветствуется. Вообще мне в целом уже нравится, как выглядит табурет. Ну. Так, стачиваем углы, Да, да? вот все эти ребра надо стащить.
Это для меня лично самое вот любимый просвет доводить финишный завод. Финишный, да? А, Именно вручную, как говорится. Сколько раз повторял. Чувствовал дерево, вот, гладить. Чувствовал удовлетворение. да, точно. Сами, наверное, почувствовали. Финиш. То и называется финишная обработка. Сейчас наш табурет полностью подготовлен к тому, чтобы на него нанести, соответственно, краску. Пыль убираем, еще проверяем. Так, давайте, что менять надо. Сначала цветикомоилка пройдемся, да, пока высохнет, будем вот это красить, Ага, хорошо. потом воском, и там уже дома будете. Полировать. Так, беру и просто Да, наношу, просто сверху вниз или снизу вверх? без разницы. Сверху вниз давайте. Ну, удобнее, наверное, сверху вниз, чтобы она стекала. Напомню, что цвет, верхний цвет табурета выбрали, ну, я сам выбрал красным, да, то есть, может, кому-то это покажется странным. Пусть будет дома красный табурет. При покраске вот главное, да, не стараться вот все сразу замазывать. Лучше с тонкими слоями, на много слоев, скажем, да. Так, ну что, сейчас, пока еще наша верхняя часть подсыхает, мы будем наносить лак на нижнюю часть табуретки. Как видите, в целом уже видно конечный результат. У нас табурет из ореха и красная сидушка. Да, кстати, Так. интересно получилось. Ну, лак тоже универсальный, хороший лак. Вариант из бюджетов, но не самый дешевый, не самый универсальный. Чистящих надо иметь постоянно кучу. Уже не Уже страшно. подсохло, да? А Так, что? лак также или уже поаккуратнее надо, чем с морилкой? Чуть-чуть, да? Ну, Просто можно. красим. Можно особо не заморачиваться. Но всегда лучше вот любой материал, да, лучше тонким слоем много раз, чем одним слоем толстым. Тогда и разводов не будет, аккуратно будет красиво. В идеале между каждым слоем надо вот проходить мелкой шлифовкой, шкуркой. Да. Вообще лак достаточно, ну, как бы одного слоя будет достаточно, да? Нет, тоже лучше два слоя. Тоже лучше на 2 раза. Да? Ну, с морилкой даже один. Нормально, да? Ну, а лак тоже без запаха. Все без запаха, все экологично, все на водной основе. Можно универсальный лак, можно покрывать, можно все что угодно, даже штукатурку, там, камень, кирпичи. Кстати, вижу немного свои огрехи, когда махал кисточкой. Красные капли есть немножко.
Ну, морилки почти не видно. Можно списать на мою неопытность. Видите, белая краска осталась. Мгм. Красиво. Ничего. Устно. Как говорится, 90% времени на табуретку мы смотрим сверху вниз. Поэтому... Но это утверждение никак не должно быть связано с реставрацией мебели. Да, С конечно. настоящему, да? Вы отводите от меня всех клиентов. То есть вообще в целом нужно было вообще ее полностью разобрать, да? Да, по уму. Нет, Табуретку. ну, если Или более... каркас крепкий, ну зачем? Мгм. Более... Ну, 99%, как говорите, всегда бывает, приходят вот расшатанные стулья. По-любому их надо разбирать. То есть, ну, вот это получается переклеивать. по У своей вас- крепости достаточно да, у вас хорошая вот табуретка. удачный случай, кстати. Так, ну что, одним слоем лака мы покрасили, покрыли ножки табуретки. Я думаю, также, в принципе, этого будет достаточно, но лучше побольше, да? Да, минимум 2 слоя любой краски или лака. Мгм. Второй слой краски. Это даже, наверное, больше слоев потребует, потому что это база для ярких красок, она бывает прозрачная база. Мгм. Из-за этого она как бы, когда высыхает, она прозрачно становится. И видно ищ. вот эти. И То много. есть, Ну я вам говорю, ну, надо несколько... краску-то лип дома. Несколько раз покроете. То есть вот эта краска, она как бы просвечивает, да, даже Да, он, с двумя слоями. это зависит от цвета. Там в магазине подбирается любой цвет по компьютеру. Некоторые цвета идут белой базой. Она как бы на белой основе Мгм. и сразу перекрывает вот эти все изъяны. То есть, а это прозрачная, Это да, получается? прозрачная база. Ой-ой. Из-за что-то я этого много взял. побольше слоев, наверное, потребуется Ну, для сейчас идеала. посмотрим. Мгм. Идет. Я как хозяин этой табуретки уже доволен. Так. Через сутки же Другая станет, да? высохнет. Подсохнет и... Так, перевернуть, наверное, Ну, лучше. краска любая тоже, кстати. Она вроде быстро сохнет, да? До окончательной кондиции она доходит недели 2 А, до окончательной крепости. Так что первые 2 недели вот покрашенную вещь надо беречь. Сильно не эксплуатировать, не мыть всякими средствами. Химическими. ну вот, по крайней мере, видно, что первый слой, который был положен, он точно просвечивает нижнюю часть. Он такой, как полупрозрачный красный выходит. То есть, действительно, двумя слоями тут сложно обойтись. Еще такие немножко пористый материал. Да, там что-то типа МДФ же был. Впитывает. Ну, большие поверхности, конечно, прямые. Лучше валиком делать.
Ничего, у нас это, я думаю, в советское время его красили только кисточкой. Да, валиков тогда. Хотя были, наверное, да? Наверное, все были. Так, бока. Валик вот такой для мебели. Мелкий ворсу. Чистили. Велюр для ровной поверхности. Так, вроде нигде не пропустил, да? Все, друзья, Вот кромки. последние штрихи. Чуть-чуть подправим боковые части. Итого мы разобрались, что у нас верхняя часть это фанера толстая, покрытая сверху МДФ, да, плиткой. Правильно? Да, Что-то типа такого, да? или ДВП, скорее всего. Приклеено было. Ну что, сейчас, друзья, хотелось бы поблагодарить. Большое спасибо вам за Спасибо вам. интересный опыт, да. У нас получилась, табуретка была полностью белого цвета, покрашенная, может быть, один, может быть, несколько раз еще в советское время. Вся такая немножко заляпанная. Ну, то есть обычная такая табуретка. Напомню, что сделана она, почему я решил ее взять, да, как бы на этот сюжет. Она была сделана именно в поселке Жатай, на Жатайском судоремонтно-судостроительном заводе. То есть у них был такой вот конкретный цех по столярным работам. Вот. Соответственно, полностью мы зашкурили, очистили, убрали старую краску. Решили оставить нижнюю часть, которая вот здесь находится с наклейкой, да, соответственно, и покрыли нижнюю часть морилкой с лаком, а верхнюю часть вот так вот красной краской. Ну, такой, я думаю, симпатичный табурет. Кстати, возможно, родные увидят, скажут, а что, давай все остальные табуретки, наверное, их еще, по-моему, 2 или 3. Давай все так сделаем. Тогда уже точно обращусь к вам снова. Вот. Ну и, друзья, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Сегодня у нас была тема реставрация мебели. До новых встреч! Испытано на себе.